В программе по благоустройству 45 населенных пунктов с населением более 1000 человек. За неделю до окончания предварительного этапа голосования жители активизировались. Отправили сразу 22 тысячи заявок. Больше всего пунктов приема и предложений в Ухте. На общественное обсуждение там вынесено 14 объектов. 9 из них в поселках. Среди активистов – жители Шудаяга и Водного. Дизайн-проекты будут готовы к 1 марта. Их разработкой займутся сотрудники управления архитектуры и студенты профильной кафедры УГТУ. Скорее, работа студентов будет использоваться, лягут в основу разработки вот этих дизайн-проектов, потому что студенты нам уже который год подряд скидывают свои дипломные, свои какие-то просто текущие работы. И некоторые из них действительно касаются тех территорий, которые мы сейчас будем разрабатывать. В Сосногорске требованиям федеральной программы отвечают 5 территорий. Обсуждения проходят и за круглым столом с общественными организациями. Представители Совета ветеранов свои голоса отдали за Сквер Победы. Если кто-то сейчас был в Сквере Победы, то вы видели, в каком состоянии он находится сейчас. Я нисколько не против памятника Ленина или других скверов, но Сквер Победы нам необходим ежегодно. Активисты Инты не только заполняют анкеты сами, с помощью объявлений призывают проголосовать и соседей. Мэр города Лариса Титовец мечтает облагородить зеленую зону на островке Затец. Но в ее заявке площадь Комсомольская. Городу нужно готовиться к юбилею. Будет много людей, и, конечно, они в первую очередь будут гулять по центральным площадям нашего города, по улице Горького. Но пройдет тот проект, который наберет наибольшее количество голосов. Пока отстает от других Усинск, всего около 1000 заявок. Воркутинцы возможность сделать жизнь вокруг себя комфортнее не упускают. В Заполярье среди претендентов на обновление лидирует Парк Победы, Шахтерская набережная и площадь поселка Варгашор. Социальные сети стали самой популярной площадкой для обсуждения воркутинских перспектив. Голосование идет активно очень в интернете. На сегодняшний день более 5000 человек уже свой голос оставило. Еще голосование будет продолжаться до конца недели. Менее активно воркутинцы у нас пользуются такой возможностью, как пункты голосования, оставлять свои пожелания на бюллетенях. На сегодняшний день на бумажных носителях у нас по подсчетам порядка 200 голосов собрано. Выходи гулять. С помощью таких акций, спортивных и веселых, жителей Эжвы призывают участвовать в жизни родного города. В канун Нового года сооружали скульптуры из снега, в день объятий водили хороводы и обязательно выбирали свои объекты для благоустройства. Мне очень интересно, потому что хотелось бы, чтобы неопрятных площадок становилось все меньше и меньше, чтобы все было так же красиво, как здесь. Всего Сыктывкар собрал больше 8500 предложений о благоустройстве. Треть, к слову, заявки от эжвинцев. Первый способ – это онлайн-голосование. Прямая ссылка на онлайн-голосование опубликована на официальном сайте администрации города Сыктывкара, а также в социальных сетях. Помимо этого, второй способ – это через пункты приема предложений, то есть заполнить краткую анкету и опустить ее в урнах можно в 9 точках по городу Сыктывкару, 2 из которых находятся в Эжвинском районе. Принять участие в голосовании еще можно до 9 февраля. В финал выйдут самые популярные адреса. Затем жителям представят варианты благоустройства площадок, а какие общественные места станут уютными и современными уже в этом году, решится в марте также путем рейтингового голосования. Остальные объекты тоже благоустроят, но позже. Программа рассчитана на 3 года. Ольга Коняева, Кирилл Нифонтов, Александр Кулясов и Алексей Серов, телеканал Юрган.